А, это же кость? Это эксклюзивная работа, штучная. Да, ничего себе. Это кость из кости. Ребята, всем привет! Итак, машину мне удалось разогнать до сох, имеется в виду увеличить на 8% примерно. Было 66, сейчас 84. 2 недели примерно прошло с тех пор, но я эти 2 недели не разгонял. Всего лишь где-то 5 или 6 дней получилось ездить на гору, там разогнал. Даже за один день у меня получилось на 2% сразу увеличить. Представляете, это было вообще классно. Но сейчас так обстоят дела, то, что у меня не получается по времени, там, съездить на гору и так далее. Сейчас пока что 74, но я уверен, то, что будет до 80, я точно успею поднять еще где-то за 2 недели, то есть 80% соха. И у меня еще один такой вопрос, ребята, кто разбирается, если, допустим, заморозить температуру внешнего, который на бампере стоит, грубо говоря, датчика, чтобы он минус 30 показывал всегда, то тогда же получается конфликт будет, программное обеспечение не рассчитано для этого, и сох будет оставаться примерно таким всегда. И будет машина заряжаться максимально до верха ячеек. То есть не как сейчас, да, до середины, там чуть-чуть вот плавает, короче, туда-сюда, а будет всегда максимально долбить. И как это скажется на батарее, кто знает, 100%, не нужна информация. Как думаете, это пагубно, не пагубно? Кто-то говорил то, что максимум ты 5% сделаешь, а дальше не будет расти. Ребята, уже 8. Я думаю, скоро и будет 10, но просто надо найти время и катать, и катать, и катать. Кто-то писал то, что все, летом жди упадок на 50%, и таким образом у тебя, убьешь свою батарею. Посмотрим, ребята, убьется, не убьется. Но самое главное меня сейчас интересует, что будет, если заморозить не батарею, а сам датчик, чтобы было как сейчас. То есть почему она сейчас растет у меня постоянно сох от пробега у меня по чуть-чуть она растет. Почему это происходит именно сейчас? Батарея ушла в плюсовую температуру, да, то есть сейчас у меня примерно плюс 20 показывает, да, то есть как я утеплил, все, у меня сейчас пробеги увеличились 50 раз, мне такое ощущение. На прошлой неделе я ездил 120 километров, 60 я доехал до поселка, потом 60, то есть 3 часа дозарядил, и получилось так, что эти 3 часа, да, туда-обратно мне хватило, то есть за 3 часа я проехал. Как бы это объяснить? Короче, 120 километров в общем я проехал за один день. Меня это устраивает. Сейчас мы находимся на выставке ножей. Посмотрим, может что-нибудь даже прикупим себе. Пошли посмотрим. Это все якутские, да, ножи? Ага, здесь ручная. А это вот кость? Нет, не кость, поэтому я вот это. Как береза. А, деревянная, да? Ручная ковка чистая. Не станок. Ручная или станок вот так. Оли на том. Совершенно другой вид. Охотничий нож именно на лося, на медведя. И даже не тупится, не точится. Просто прямо поправить надо на чашке или на наждачку. Все. Да? А он нам носит перки станок. Чисто ручная, она благо по старинному. Сегодня. Очень много ножей представлено. Люди покупают. А, это же кость? Это эксклюзивная работа, штучная. Да, ничего себе. Это кость из кости. Кость. Из голени. Голень, короче. Это же ребята, наверное, Сахатов. Большая работа. Оригинальная. Сколько стоят, интересно, такие ножи? Они по 12. По 12, да? Рабочие ножи. Рабочие? Специально задумано так, чтобы вот эта кость никогда не треснет. Ничего. Да? Да. Все рассчитано под нагрузку.
Вот это японский, видите, у него ручка В тонкая. магазине такого не найдете. Ну и кольцо. Ну да, видно, что ручная работа И очень. форма японская. Всё Это проработано. майонез старички. Да. А еще Это как вот это сделали, интересно? Треснуло, да, получается? А, а такой нож подарочный сколько стоит? Вот этот нож 50, да? Это мамонтовая кость? Рукоятка из мамонтовой кости. 50 тысяч рублей. Так, тут идет аукцион, да? Проверяют качество ножей с помощью фанат режет, как эту, как колбасу. Резина. Войлок режет. Да, ничего себе. Острый нож. О. О, привет. Ты же снимаешь? Чё? 130 тысяч уже было. О, вообще классно, классно. Поздравляю. Стрельнуло. Так, это у нас получается батысы. Средняя цена у них сколько? Мой дедушка продает за 15. За 15 тысяч, да, один. Это дешево получается за 15. Ну да, это дешево. Можно, да, открою. Так, открою. Ну-ка. Такой вот батыс. Шикарная вещь. Всего 15 тысяч рублей. Все рабочие на каждый день. В общем, так. Так, дудочки. О, вот это классно. Вот это классный батыс. Это мировой экспедиционный. А ты наматывал? Идем, надо. Супер острый. Композиция «Горящий орел». Очень много людей. Классно. Весь город приехал посмотреть. Даже печку привезли, ничего себе. Вот эта печка, вот это вот интересная такая конструкция. Как она, интересно, работает. То есть это получается у нас плитка.